Приветствую! И сегодня расскажу, как точить якутский нож. Ну вот на примере этой книги, да, у нас книга есть якутский нож Сахалара. Это книга нашего дедушки Аксакала Мандарус. Это он чуть помоложе здесь. Сейчас он старенький. Время никого не щадит. И, ну вот, пойдем с этого. Здесь прямой дол, дол, говорит, спуск. И точеный дол. У него должен быть угол вот такой вот. Потом здесь так. Ну вот, так как точить. Так, прямо здесь. Такие вот так. Вот такие так. А здесь вот с кованым долом. Вот на обухе. Да. Это вот рабочий. На обухе. Вот так вот должен быть. Да, когда широкий дол. И с этой стороны правим. А это вот ошибка. Но тут речь идет о таком ноже. Это как зубило будет. Как зубило. Точить с двух сторон это зубило. Но тут не хватает еще одной фотографии, где с кованым долом. Тут можно, если тут слишком тонко, да, режущая кромка, тут можно чуть угол увеличить. То есть уже обух, когда точно обух не касаемся. И ровно, там только ровно надо делать. Здесь это не внесли. Итак, то есть, как я точу, да? Я точу. У меня вот такая вот сиська, это песок. Можно об край стола делать тоже. Что у меня есть? У меня есть вот алмазные брусочки. Это вот качественный, это не китайский. Просто тут я сам делал. Он весь стерся, наверное, видно, да? Это когда беру заготовку ножа, да? Клинок сам. Да, он острый. Да, я говорю, острый. Новый. Здесь не наточено когда. Им счищаю, потом перехожу на вот эти вот. Это вот китайские брусочки. Тут у меня грит на 240, потом 600, потом 1000. Потом перехожу на такой брусочек. Это у меня походный. Он с двух сторон, там наклеена шкурка. Шкурка такая. Этого хватит. Вот эти все. Это только здесь, в мастерской. У пользователя должен быть такой. Или на крайне еще такие. Китайский. Вот этот комплект 1000 рублей стоит. Надо купить себе такой. И такой себе сделать. Это в карман, да, куда-нибудь в рюкзак и с собой. Это у меня старенький. А вот такой можно сделать из шкурки. Не посчитайте за рекламу. Вот. Там, где вот эти вот автоэмали продаются. Берем шкурку, вот 40 рублей. 320-ю. Этого хватит. Там можно поизощряться. Там 500-й, 600-й взять. С одной стороны 300, а здесь 500 можно. Там, рублей 80 будет. Вот такую деревяшку ровную нашел. Отпилил, да, и на клей приклеил. Все, вот это вот хватит. Да. Пользуемся постоянно с одной стороны. Чтобы одна мельче становилась с каждым разом. Здесь не отрываем, а давим тут с края. Вот так вот. И там нож, он не должен быть здесь с одной стороны прямой. Это ошибка. Он должен быть все равно вот как с углом, как корабль.
нос так был к центру. И здесь тоже должен идти к центру. Ну, когда, если вот так делаем, чтобы он к центру рукояти был, когда давим. Ну, это об этом отдельный ролик сделаем, в особенностях якутского ножа. Сейчас вот про заточку. Ну, здесь еще этот приклеил, кожу, да, и постогойку туда намажу. Постогойка. У меня вот, ого, большая. И ее намазал. Вот выдержкой развел и намазал. И этим вот полировку делаем. Ну, когда полировка, он дольше держит. Это рабочий. Ну и якуты обычно такие заказывают. Самый простой вариант. Тут сталь, по-моему, У8 или 65Г. Углеродистый. Вот такой вот заказывают местный якутский северянин парень с севера. Это вот для рыбы. Тут большой, этот карстах называется. Этот размер карс. По-русски не знаю как. Аршин или что там. Карс будет по-якутски. Да, около 20 сантиметров. Здесь 19,6. Он сказал, чтобы чисто было, чтобы ничего не прилипало. И под рыбу, да, строганину делать. И когда... Ну, там же холодно. Холоднее, чем здесь. И когда разделывают, чтобы рука с кровью не соприкасалась издалека. Ну, лося, когда уронил и так далее. Вот. Ну и здесь тоже правила распространяются те же, потому что здесь дол большой. Точеный, но большой. Сперва он накованный, потом точеный. Потому что там должно быть по твердости, как здесь. И он тоже должен точить так же. Так, царапать не будем. И сказал одного маленького потящего, 5 сантиметров ему надо здесь. Здесь не 5, здесь 6. Он сказал 5, но я сделал 6. Говорит, острый. Ну это под пушнину. Там маленькие суставики. Сейчас покажу-ка. Вот. Ну, допустим, такие суставы, да? Это же маленькие. Такие суставы им надо будет. Там основной пользуется только острием. Так вот резать ничего не. Ну, разве что кость там. Да. Положил между ног, сделал дырку. И там всю кожу надо вот так вот перевернуть. Наизнанку. Он говорит, у него был такой. Он говорит, тот украли такой. И большой был другой. Тот не украли. Маленький украли, а большой нет. Ну, до того ценят эти, те, которые на пушнину. Ну и вот, у меня вот такие вот инструменты. Вот для заточки. Ну и разве что вот это кожа с постогойкой. А здесь тут. Вот тут, по-моему, уголь. Ну, пепел. А тут, по-моему, что-то паста какая-то. Здесь паста, точно. Здесь пепел, по-моему. Ну, как предки. Предки же так делали. Камень, песок, уголь, потом пепел. И вот мой набор. Как-то я был однажды у другого мастера. Там у него был такой станок крутой, с водой, там все крутит. Я у него спросил, ну, дурацкий вопрос, дурацкий ответ получил. Спрашиваю, что как аппаратом точить так же, как рукой получается? Он говорит, ты, говорит, мало точил, поэтому у тебя таких аппаратов нет. Не наточил еще, говорит. Ну, время занимает, когда точишь.
а там экономит аппарат. Ну и все. Понятно, надеюсь. Так, и не сказал. Вот представим, да, вот включаем пространственное мышление и как будто смотрим нож отсюда. Да, вот. Ну или сзади, ну, со спины. И вот нож, когда вот мы точим, да, он не должен стачиваться полностью вот так. Мы должны стачивать вот так. Вот так. Не так ровно, а так. То есть еще раз. Здесь упор, а давим здесь. Угу. Можно на себя точить. Да, когда вот раздираем шкуру, там же работа идет вот так. Да? И волоски растить надо туда, в ту сторону. Так. Некоторые еще вообще против идут, чтобы эти волоски вообще мельче были. Ну, это завтра, допустим, забой. Там придется там много жеребцов, на коров убивать, допустим. Ну, резать. И там вечером там подготавливается. Ножи все переточил. Какой-никакой все равно осенью мороз. И рука в крови потом мерзнет. В карман не положишь, потом все карманы будут в крови. Греться только так, вот так. И не надо быстро двигаться. Ну, понятно, да? Надеюсь. Вот так вот.